Пакистан. В Пешаваре политические партии и гражданские активисты провели демонстрацию, осуждающую нападение талибов на школу для детей военнослужащих 16 декабря. С протестами выступили члены местного молодежного объединения, а члены светской национальной партии «Авами» прошли улицами Пешавара, выкрикивая лозунги против терроризма. В течение третьего и заключительного дня официального траура родственники и дети, пережившие теракт, возложили цветы возле школы, где погибли более 140 человек. Пакистан. Члены религиозной группы Ахли Сунна Валь Джама собрались возле Красной мечети в Исламабаде, чтобы выразить солидарность с имамом мечети Абдулом Азизом. Недавно Азиз поддержал экстремистскую группировку «Исламское государство», что спровоцировало демонстрации протеста против его заявления, сделанного 18 декабря. В прошлом Абдул Азиз одобрительно высказывался о талибах, что тоже вызвало критику и протесты. Группа Ахли Сунна Валь Джама известна своими острыми высказываниями с критикой шиитов. Жители Иркутска провели пикет против планов упразднить прямые выборы мэра. Местные депутаты намерены принять изменения в закон, которые позволят горсовету избирать мэра без участия горожан. Пикетчики раздавали листовки с призывом к избирателям отстаивать право самим избирать градоначальника. В столице Армении, Ереване, группа протестующих потребовала ввести контроль над ценами на основные продукты питания и другие товары первой необходимости. Эта мера, по мнению протестующих, могла бы помочь населению пережить валютный кризис. Курс армянского драма достиг исторического минимума по отношению к американскому доллару 17 декабря, но затем отчасти отыграл позавчерашнее падение. Тем временем торговцы резко повысили цены или на время свернули торговлю. Участники протестов призывают вернуть цены к предкризисному уровню и угрожают бойкотировать некоторые супермаркеты в случае, если их требования не будут удовлетворены. Грузинские гражданские активисты организовали протесты на главном проспекте Тбилиси против нового закона, позволяющего полиции перехватывать телефонные разговоры граждан без соответствующего ордера. Участники протестов, вышедшие на проспект под лозунгом «Это касается тебя», заявляют, что они намерены подать жалобу в Конституционный суд Грузии против закона, принятого в ноябре. Во время правления президента Михаила Саакашвили несколько случаев полицейского прослушивания граждан вызвали резкую критику властей со стороны общественности.